На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. На заседании парламента депутаты Народного собрания рассмотрели оставшиеся 9 вопросов повестки дня очередной сессии. Почти все бюджеты государственных фондов за 2018 год приняты во втором окончательном чтении, а также принят отчет Национального банка Абхазии. Репортаж Ирины Аршва. Заседание сессии парламента Абхазии, начатое на прошлой неделе, было продолжено в понедельник, 3 июня. Депутаты рассмотрели оставшиеся 9 вопросов повестки дня. 6 проектов закона об исполнении бюджетов государственных фондов республики были рассмотрены народными избранниками. Как отметила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр, у комитета нет нареканий по поводу представленных отчетов. Я вообще бы предложила бы в первом и втором окончательных чтениях, потому что достаточно очень плодотворно мы поработал комитет с ними, и вопросы необходимые по исполнению, по недочетам, по неисполнению, по мобилизации задолженности. Все это было оговорено на комитетском заседании. Поэтому я не вижу смысла переносить на следующее заседание сессии. В первых и вторых чтениях по всем комитетам можно, если у депутатов, это мое личное субъективное мнение, но если депутаты согласятся, в 2 чтениях сегодня принять отчеты небюджетных фондов. Зампредседателя контрольной палаты Заур Оторба также подчеркнул, что за исключением фонда по репатриации к остальным 5 фондам, а именно пенсионному, соцстрахования и охраны труда, обязательного медицинского страхования, дорожного и внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, вопросов нет. Что касается внебюджетного фонда репатриации, там действительно выявлен нецелевой расход, где за 3 800 000 приобретено жилье не репатрианту, это нецелевой расход неопровержимо, и за счет раздела строительства произведен ремонт здания Министерства репатриации и приобретение декоративных растений, это примерно на 3 миллиона с лишним рублей. В итоге законопроекты об исполнении бюджетов за 2018 год вышеперечисленных 5 фондов были приняты во втором окончательном чтении, а отчет фонда по репатриации был принят в первом чтении. К следующим вопросам повестки дня депутаты заслушали отчет председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия. Прибыль банка в 2018 году составила более 70 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,3 миллиона рублей. В 2018 году банком Абхазии в соответствии с договором по субсидированному кредиту было погашено 58 миллионов рублей. 6 из 10 действующих кредитных организаций завершили 2018 год с прибылью в общей сумме 50,7 миллионов рублей. Общий убыток остальных кредитных организаций составил 33,5 миллионов. Кредитный портфель кредитных организаций на 1 января 2019 года составил более 4 миллиардов рублей, в том числе кредитный портфель Сбербанка 1,2 миллиарда. Практика показала из-за того, что рынок очень примитивный финансовый, инструментов практически нет, ценных бумаг. Единственным 2 основными источниками дохода для сберегательного банка были кредитование и обслуживание клиентов. Но на обслуживании клиентов банк много не может заработать, потому что банк зависит от состояния дел в экономике. Если экономика быстрыми темпами не растет, доходы клиентов не растут, то, соответственно, и доходы банка от этой деятельности тоже увеличиваться не будут. Единственным направлением, которое было выбрано для наращивания доходов Сбербанка, это было предоставление микрокредитов. Было принято решение о повышении ставки процентов по вкладам, чтобы граждане Абхазии приносили вклады в сберегательный банк. Ставка была поднята до 18%. В результате этого в прошлом году 1642 вклада было привлечено. Благодаря этому сберегательный банк предоставил в прошлом году рекордное количество кредитов. Такого у нас в системе не было никогда. В 2018 году только сберегательным банком Абхазии было выдано 7855 кредитов. Несмотря на достигнутый успех в банковской сфере, Абхазии сохраняется сложная ситуация. И связано это в основном с низкой ликвидностью, дефицитом наличности в стране. У нас серьезная проблема с ликвидностью. Вы понимаете, что банковская система не может работать без денег. А получается, что Национальный банк не является эмитентом денежной валюты. В отличие от любой
другой стороны, где есть банковская система с эмиссионным центром, где Национальный банк регулирует объем денег в экономику, увеличивает этот объем, уменьшает, влияет на ставку процента. Мы сегодня находимся в рублевой зоне, и мы сегодня просто по факту констатируем, сколько денег у нас есть в банке. То есть от Банка Абхазии не зависит, сколько денег находится в Банке Абхазии. Председатель Нацбанка также сообщил, что в начале 2019 года успешно проведены тестовые операции по обслуживанию карт МИР в инфраструктуре АПРА. И уже с мая текущего года был начат процесс подключения банков-участников национальной платежной системы Абхазии к межсистемному взаимодействию с платежной системой МИР и развертыванию терминальной сети АПРА к приему российских национальных карт. Последним вопросом повестки дня депутаты рассмотрели вопрос продления полномочий депутатской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго» еще на 3 месяца. Кроме того, был рассмотрен и вопрос финансирования работ, проведенных экспертами. Сумма, которую необходимо выплатить приглашенным специалистам, составляет более 2 миллионов рублей. Коллеги, как вы помните, ранее 22 февраля 2019 года нами было принято решение о создании комиссии по проведению парламентского расследования в отношении деятельности РУП «Черноморэнерго». И работа комиссии оканчивалась 22 мая, но ряд обстоятельств не позволили завершить этому процессу. Во-первых, вы помните предстоящие нам события. Во-вторых, у нас есть одна нерешенная техническая задача, которая мешает нам закончить данный проект. В итоге народные избранники приняли решение продлить полномочия данной комиссии еще на 3 месяца. А для того, чтобы оплатить работу экспертов, депутаты парламента увеличили сумму средств на содержание контрольной палаты Абхазии в 2019 году на необходимые 2 миллиона 600 тысяч рублей. Ирина Аршба, Артур Каландия, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Премьер-министр Валерий Бганба проинспектировал ход строительных работ социальных объектов, восстанавливаемых в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. В частности, Валерий Бганба побывал в Ткварчале, где идет капитальный ремонт центральной районной больницы, а также, что примечательно, в преддверии Международного дня защиты детей премьер-министр проинспектировал ход строительных работ в Чемчирском детском саду и средней школе села Тхина. Подробности в репортаже Алики Трапш. Первым объектом, который посетил премьер-министр Абхазии, стала центральная районная больница в Ткварчале, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. Проект реконструкции предусматривает капитальный ремонт и строительство 4 отделений больницы – терапевтическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое. Кроме того, здесь предусмотрена и поликлиника. Здание многопрофильной больницы рассчитано на 49 койко-мест. Каждая палата будет оснащена новым необходимым для стационарного лечения оборудованием. На данный момент уже проложены все коммуникационные системы, подведено электро- и водоснабжение, ведутся отделочные работы. Вскоре приступят к монтажу лифтового оборудования. На сегодняшний момент ведутся отделочные работы. Если в процентном соотношении брать по отделке стен кафелем, у нас сделано процентов 80 работ по всем 3 корпусам. Вентиляция по всем 3 корпусам завершена, осталось только подключение. По слабым токам через 2 дня все 3 корпуса полностью будут завершены. По оповещению, пожаротушения, датчики по всех 3 корпусах установлены. Затем премьер-министр посетил детский сад в городе Ачимчира, который строится с нуля, и после сдачи в эксплуатацию сможет принять около 100 детей. Общая площадь дошкольного учреждения свыше 2000 квадратных метров. Строительство было начато в 2017 году, и на сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. Сметная стоимость проекта составляет 129 миллионов 617 тысяч рублей. У нас остается фактически покраска, все сети мы уже провели, сделали вода, канализация, электрика, вентиляция, слабые токи, то есть все эти работы уже выполнены. Все стены заштукатурены, зашпаклеваны под финиш. Освоено на сегодняшний день у нас в районе 87 миллионов.
В числе осмотренных премьер-министром строящихся объектов в Ачимчирском районе также средняя общеобразовательная школа в селе Тхина. В двухэтажном здании образовательного учреждения будут располагаться 14 классов, среди которых появятся и специализированные кабинеты химии и труда. Строительство школы в селе Тхина имеет большое значение для развития села. Появление нового современного учебного заведения станет хорошим стимулом для того, чтобы в селе оставалось как можно больше молодежи. Если ранее в школе обучались около 85 учеников, то теперь число учащихся составит 120 человек. Все идет по графику. Осталось территорию подготовить, плитку положить бордюрную. Я думаю, что к сентябрю обязательно ученики будут уже учиться в этой школе. Помимо самих классов, лаборатории, библиотека, столовая, предусмотрено спортзал. Подводя итоги поездки, премьер-министр Валерий Бганба обратил внимание представителей подрядных организаций на необходимость сдачи и введения в эксплуатацию всех объектов в намеченные сроки. Что касается школы и детского сада, то они должны распахнуть свои двери уже к началу нового учебного года. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. При поддержке Министерства экономики Абхазии и инициативе Государственного инвестиционного агентства сформирована рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. В состав рабочей группы войдут представители Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Министерства внутренних дел, юстиции, Государственного комитета и Государственного инвестиционного агентства. Каждый из членов проектной команды будет напрямую работать с конкретным инвестором и осуществлять всяческую поддержку в соответствии с компетенцией органа госуправления, который он представляет. Проектная команда представляет собой утвержденный состав сотрудников центральных органов государственного управления, в обязанности которых будет входить сопровождение проектов, осуществляемых на территории Республики Абхазия. Это продиктовано тем, что при реализации этих проектов зачастую ряд вопросов выходят за рамки компетенции Министерства экономики и Государственного инвестиционного агентства. В круг этих вопросов входят вопросы налогообложения, таможенного оформления, вопросы личной безопасности, безопасности капитала и многие другие, которые выходят за рамки нашей компетенции. Поэтому было принято решение для более тесного взаимодействия центральных органов государственного управления реализовать эту проектную команду. Общественно-политическая жизнь последних 5 лет в нашей стране была наполнена множеством различных событий. Это как проблемы, так и успехи в области экономики, туризма, здравоохранения, образования, в работе правоохранительных органов и силовых структур, в развитии инфраструктуры и других сферах жизнедеятельности государства. Документальный фильм «Политический пазл. Хроника 5 лет» расскажет о том, чем жила республика эти годы. Фильм, который прольет свет на многие вопросы, смотрите сразу после выпуска новостей. За последние 5 лет в судьбе Абхазии произошла череда событий, которым в будущем еще только предстоит дать историческую оценку. Любые попытки сделать это сейчас сводятся к неприкрытой пропаганде, осуждения современников зачастую необъективны и преследуют личные интересы. Этот фильм поможет по-честному взглянуть на ситуацию в стране, вспомнить произошедшие события и раскрыть их истинную причину. Дарить детям праздник Международному дню защиты детей для сотовой компании «Агвафон» уже давно стало доброй традицией. Этот год не стал исключением. «Агвафон» перечислил 200 тысяч рублей благотворительной общественной организации «Керас» для организации поездки в Сочи парк 35 подопечных фонда. Подробности в репортаже Алисы Шамба.
Партнерству компании «Аквафон» и благотворительной общественной организации «Кераз» уже около 5 лет. За это время ими были реализовано множество акций, мероприятий, направленных на помощь десяткам нуждающихся семей в нашей стране. Уже 3-й год подряд ко Дню защиты детей «Аквафон» устраивает сюрпризы подопечным фонда «Кераз». В этом году компания «Аквафон» решила выделить средства в размере 200 тысяч рублей для того, чтобы организовать поездку детей подопечных фонда «Кераз» на Красную Поляну, а также для того, чтобы они смогли посетить различные аттракционы в Сочи-парке. Мы оценим данное сотрудничество. Чтобы осуществить задуманное, кроме компании «Аквафон», помощь «Керазу» оказало Министерство по курортам и туризму Абхазии, которое предоставило транспорт. Следует отметить, что в гостинице «Сочи-парк» также наших детей приняли совершенно бесплатно. 3 дня дети в возрасте от 10 до 14 лет провели в сказочной атмосфере. Среди них были и те, кто в первый раз выезжает за пределы нашей республики. Я уверена, что детям все понравилось. Мы видели их счастливыми, их глаза сияли, и они радовались. Один ребенок даже, вот я шла сзади него и слышала, как он другому говорил о том, что это самый счастливый день в его жизни. И ради таких слов мы проводим ежегодно такие мероприятия, потому что видеть счастливыми этих детей – это в первую очередь главная наша задача. Подопечные фонда «Кераз» посетили всевозможные аттракционы, дельфин-шоу, познакомились с любимыми героями сказок и мультфильмов, участвовали в мастер-классах, о чем с удовольствием рассказали нам в интервью. Мы там катались на американские горки и на фиолетовом. Но больше я испугалась на американские горки. Там мне понравилось. Я еще хотела туда пойти. Мы были в гостинице, и после мы ходили в аквапарк, где Змей Горыныч катались. Еще в бассейне были, ну, катались там. Ну, везде были мы. Я первый раз туда попала, еще раз хочу очень сильно. Первый сотовый оператор «Аквафон» не только помогает фонду в организации такого рода мероприятий, но и с 2015 года на правах официального партнера «Кераза» ежемесячно перечисляет целевые средства для финансирования работы офиса организации. Алиса Шамба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 5 июня в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится отчетный концерт Сухумского государственного училища культуры, посвященный юбилеям известных писателей Абхазии Дмитрия Гуля, Фазилия Искандера, Таифа Аджба. На генеральной репетиции побывала Нала Кове. Ежегодный отчетный концерт выпускников Сухумского государственного училища культуры обещает быть насыщенным. Ведь в этом году он будет посвящен юбилеям известных абхазских писателей. Народные инструменты, песни, танцы и многое другое ждет всех, кто решит разделить вечер с юными артистами. Мы решили посвятить наш отчетный концерт выдающимся нашим писателям. Это 145-летие Дмитрия Гуля, 90-летие Фазиля Искандер и 80-летие такого выдающегося поэта, писателя Таифа Аджба. В основном это народные инструменты, народные песни, танцы народные. Естественно, это классические, согласно учебного плана. Благодаря блестящему педагогическому составу и индивидуальному подходу к каждому ученику Сухумское училище культуры стало настоящей кузницей молодых талантов и будущих народных артистов республики. Выпускница Сухумского музыкального училища София Кисекова играет практически на всех народных инструментах – абхерце, ачерпыне, аюма, ахыма. С отличием окончив Сухумское музыкальное училище, София Кисекова продолжает учебу в Нальчике. Я с детства играю в Государственном училище культуры Сухумском. С 8 лет. В 2008 году открылась детская школа. Я сразу пришла, я
на многих инструментах играю. Вот, мне все нравится, каждый инструмент. Я закончила детскую школу, потом поступила в качестве студентки уже в училище тоже. Сейчас уже закончила и поступила в Северо-Кавказский государственный институт искусств, который находится в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Там сейчас тоже закрыла первый курс, досрочно сдала все экзамены, приехала сюда. Хочется помочь. Здесь тоже в оркестре. Студентка второго курса Камила Хаджимба мечтает когда-нибудь открыть собственную детскую студию абхазских инструментов, а пока она усиленно трудится и совершенствует свое мастерство. Я занимаюсь музыкой уже 6 лет, учусь на данный момент на втором курсе училища культуры. Мне нравится очень мой инструмент абхерца, хочу дальше продолжить на нем играть. Сухумское культурно-просветительное училище было основано в 1956 году для подготовки кадров среднего звена в области культуры и искусства. В 2008 году училищу был присвоен новый статус – Сухумское государственное училище культуры. За весь период работы училище выпустило более 3000 специалистов, в их числе народные артисты Абхазии Кандид Тарба, Отар Хунцари, Эдуард Бебия, заслуженная артистка Роза Чамагуа и многие другие. Наала Ковя, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В очередной раз Ростырам порадует своих зрителей премьерной постановкой. 6 и 7 июня на сцене театра будет представлена пьеса швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюринмата под названием «Визит старой дамы». О том, как идет подготовка к премьере, в материалах наших корреспондентов. В Русдраме очередная премьера, и, как всегда, для того, чтобы порадовать зрителей, коллектив и дирекция театра выбирает самые лучшие произведения. На этот раз актеры Русского театра драмы сыграют в трагической комедии в 3 действиях швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюринмата «Визит старой дамы». Это гениальная пьеса. Это пьеса, о которой мечтает любой театр, о роли, о которых мечтают любые актеры. И самое главное, это тема или несколько тем, которые сохраняют свою актуальность вот уже на протяжении 60-70 лет. Более того, их актуальность только возрастает. И вообще актуальность этой пьесы. Сегодня, когда мы читаем эту пьесу применительно к абхазским реалиям, то становится просто не по себе от степени узнаваемости сюжетных каких-то элементов этой пьесы, но самое главное идеи, насколько и мысли, насколько это все сегодня актуально, и насколько эта пьеса обладает вот такой вот интерпретирующей способностью применительно к сегодняшнему дню. Действие происходит в некогда богатом, а ныне обанкротившемся швейцарском городке Гюлине в 50-е годы прошлого столетия, в который однажды приезжает его бывшая жительница. Пожилая обеспеченная женщина Клара Саханисян предлагает жителям бедного городка выгодную сделку. И таким образом здесь все меняется. По словам режиссера спектакля Антона Киселюса, работать над таким гениальным произведением нелегко. Однако это побудило команду актеров увидеть себя в новом ключе. Тематика сводится к чему? Эта тематика сводится к тому, что вскрываются определенные социальные явления с точки зрения трагедии личностной. То есть, каким образом эта трагедия большая, трагедия всего 20 века, каким образом она повлияла на одного конкретного человека, и что этот конкретный человек потом делает или не делает, или что с ним потом случается. И с этой точки зрения, конечно, это уже, хотя мы сейчас в процессе прогонов, и мы сейчас, скажем так, мы только послезавтра будет превью, но это уже спектакль, который заставил нас всех, всю команду, и заставил весь театр совершенно работать каким-то совершенно новым способом. Это заставило мобилизоваться нас на 150% и даже больше.
Исполнительница главной роли, актриса Русдрама Анна Гюригян отметила, что работа над произведением и в особенности над ролью была не просто сложной, но и в каком-то смысле перевернула ее сознание. Я была безмерно рада, но и также была безмерно напугана самой драматургией и работой над этой ролью. Роль очень сложная, многогранная. Работать надо филигранно и тонко. Работа над парой, если есть роли, в которых ты работаешь и черпаешь что-то изнутри, то есть багаж, жизненный опыт тебе помогает, то здесь ситуация такая, что, наверное, слава Богу, не из чего черпать. Но приходится нащупывать это у себя и вытаскивать. Есть вещи, которые, наверное, в жизни, я опять же, после того, как люди, прочитав, посмотрят эту пьесу, они задумаются об этом и, наверное, не бросят так просто слов на ветер о том, что все, что там, такого не может быть со мной. В своем творении автор пьесы «Визит старой дамы» затронул проблемные вопросы всех времен, таких как верность, честность, месть, способность за деньги пойти на любые поступки. На какую же сделку готовы пойти жители обанкротившегося городка Гюлина, зрители узнают 6 и 7 июня в Русдраме. Гугуца Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Сборная Абхазии по футболу одержала очередную победу в матче группового этапа чемпионата Европы по версии КОНИФА, обыграв команду САП Милопландия с минимальным счетом 1-0. В первом тайме футболисты показали одинаковую игру, и счет так и не был открыт. Однако во втором тайме игроки сборной Абхазии перехватили инициативу, часто атаковали ворота соперников. И на 60-й минуте после подачи со штрафного Виктора Пимпия мяч головой забил Георгий Дгибуадзе. Таким образом, сборная Абхазии по футболу досрочно вышла из группы. 4 июня состоится заключительный матч группового этапа. Сборная Абхазии встретится с командой хозяев турнира, сборной Арцах. Зрители абхазского телевидения могут посмотреть трансляцию встречи в прямом эфире на нашем канале. Начало матча 17:00. В республике Адыгея прошел турнир по вольной борьбе среди юношей «Спорт против наркотиков», на котором нашу страну представляли 13 спортсменов из Гудауты. По итогам соревнования в разных весовых категориях абхазские борцы заняли 9 первых и 4 вторых места. Победителями турнира стали Дамир Агрба, Донат Партанадзе, Астамур Хашба, Амир Аргун, Данил Пиля, Леон Маля, Алим Аргун, Саид Беня, Иснат Арзенбам. Вторые места у Артака Камаляна, Данила Андарбуа, Леонардо и Леона Агрба. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 25-30. Температура морской воды 21 градус. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Добрый вечер, девочки и мальчики.